На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Частицу вечного огня от могилы неизвестного солдата доставили из Москвы в Абхазию. Новые почетные звания, протокол о повышении денежного довольствия сотрудников МВД и отчеты об исполнении бюджетов 6 внебюджетных фондов за прошлый год утвердили в парламенте. Абхазский банан как свершившийся факт. 9 мая в Москве состоится встреча президента Республики Абхазия Бадры Гунба с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По приглашению главы российского государства Бадра Гунба также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Военнослужащие Минобороны готовятся к торжественному прохождению, посвященному 81-й годовщине Великой Победы. Сегодня на площади Свободы прошла генеральная репетиция. В этом году в торжественном прохождении пеших колонн парадных расчетов примут участие более 700 человек. Представители Министерства обороны, Службы государственной безопасности, Государственной службы охраны, МВД, МЧС, Государственного таможенного комитета, 7-й объединенной военной базы Минобороны России, Погрануправления ФСБ России в Абхазии. В параде Победы будет задействована военная техника и авиация. Торжественное прохождение, посвященное празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая на площади Свободы. Частицу вечного огня от могилы неизвестного солдата в Москве доставили в Абхазию. Патриотическая акция «Огонь памяти», организованная Народным фронтом, проходит в республике уже в 3-й раз. Торжественная церемония передачи священного пламени состоялась в Сухуме у Государственного музея боевой славы имени Владислава Ардзенба. В мероприятии приняли участие руководство республики, представитель дипломатического корпуса, духовенство и участники специальной военной операции. О том, как прошла церемония и куда далее отправится капсула с огнем, в нашем материале. В Абхазию вновь прибыла частица вечного огня, зажженного у могилы неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Акция «Огонь памяти» проходит в республике уже 3-й раз, и в этом году она совпала со светлыми днями памяти святого Георгия Победоносца. Акция фактически проходит 3-й раз на территории республики. Вызывает всегда живой отклик и интерес. Помимо данной акции будет состоится шествие бессмертного полка непосредственно 9 числа после прохождения парада. Всех приглашаем принять участие в бессмертном полку, почтить таким образом память своих дедов и прадедов, которые добились победы и мира. Огонь из Москвы встречали власти республики. Вице-президент Беслан Бигвава подчеркнул, что это событие – символ несгибаемой воли народов, вместе победивших в самой страшной войне столетия. Сегодня мы становимся свидетелями по-настоящему значимого и символического события. Доставка частицы вечного огня от могилы неизвестного солдата в Москве. Этот огонь не просто пламя, это живая память, это символ бессмертного подвига, мужества и несгибаемой воли народов, победивших в Великой Отечественной войне. Делегация Народного фронта доставила пламя спецбортом. По словам депутата Госдумы Валерия Горюханова, такие акции стирают границы, напоминая о родстве и общей судьбе наших народов. Эта акция проходит при поддержке Народного фронта, и во многие страны мира привозится вечный огонь. Это из страны Азии, Европы, далеко за океан летит вечный огонь, потому что, конечно, память о Великой Победе, она не имеет границ. На митинге в Музее боевой славы говорили о том, что Абхазия внесла неоценимый вклад в общую победу. О том, что республика всегда была краем героев, напомнил глава Совета старейшин Аполлон Дума. Родные братья моей матери 3 погибли в этой войне. 22 героя Советского Союза из Абхазии были. Еще больше были предоставлены такие, как Иван Абхазец, как, значит, Владимир Панчулия,
Мерия Авидба в негласной форме Лаврентий Берия их вычеркнул из списка. Как отмечали выступающие, духовное и военное единство сегодня закаляется в новых испытаниях. Посол России Михаил Шургалин подчеркнул преемственность братства 40-х годов, а отец Виссарион призвал к укреплению общего союза обороны. Эта церемония свидетельство того, что память в народах наших стран, Российской Федерации и Республики Абхазия, память о том подвиге, который совершили наши прадеды, деды, отцы, сегодня жива в наших сердцах. Мы с огромным удовлетворением отмечаем, что то братство, которое было закалено в 1941-1945 году, сейчас это братство среди военнослужащих Российской Федерации и Республики Абхазия наглядно проявляет себя на Донбассе. Да, была разруха, была гражданская война в России, но все равно они до такой степени сплотились все вместе и защищали свое отечество. И абхазцы, и все живущие в этом бывшем Советском Союзе. Союз необходим, союз обороны, чтобы мы все живущие в этой стране и вне этой страны должны иметь союз обороны, потому что агрессоров в мире много. Сегодня мы наглядно видим то, что происходит на Украине, то, что происходит на Ближнем Востоке. Все это недоделанное. И победа должна всегда быть сильной для искоренения зла. А зло в мире есть. Среди участников акции – добровольцы и артисты, поддерживающие бойцов в зоне СВО. Для них частица вечного огня олицетворяет историческую преемственность в борьбе с фашизмом. Вся эта акция направлена на то, чтобы наше поколение и наше будущее поколение знали и помнили подвиги наших героев, которые отдали свою жизнь. И тот мир, который мы имеем, то мирное небо, которое имеем над головой, это все благодаря ним. К гуманитарной миссии присоединились и деятели культуры. По словам рок-певицы Мары, которая часто бывает на линии фронта, сегодня, как и 80 лет назад, победа куется общими усилиями представителей всех народов, живших когда-то в одной стране. Рады всем вам и всем нашим бойцам передать эту частицу вечного огня, как вечную память и связь пространства и времени наших предков, которых мы прямое, кровное продолжение. И если бы не они и не их победы, мы бы сегодня здесь с вами не стояли, и наши дети не жили бы под мирным небом России и мирным небом Абхазии. Тема исторической преемственности стала одной из ключевых в выступлениях. Спикеры сошлись во мнении, что сохранение памяти о подвиге предков и тех тяжелых годах – фундамент, на котором должна строиться современная идеология воспитания молодежи. Мой дед, Царство Небесное ему, дошел до Берлина, вернулся живой, только потом создал семью, и родились все мы, родил 6 детей, поставил на ноги. Никогда ни словом он не говорил о войне, только вот после его смерти очень многие вещи стали нам открываться, его боевые друзья, какие-то истории с его участием. Для нас это реликвия, которую мы храним, это бесценно для нас. И я уверен в том, что народ Абхазии будет трепетно и бережно во все времена от отца к сыну передавать память, трепетно хранить память о наших героях. О необходимости противостоять попыткам искажения истории говорил и председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны Закан Нанба. По его словам, сегодня крайне важно защитить наследие, оставленное поколением победителей. Гитлеровские войска оккупировали Францию за 38 дней. А в Сталинградской битве гитлеровцы перешли за 38 дней с одной стороны улицы на другую. И сегодня эти люди, собравшись, хотят вычеркнуть великую победу, которую добились наши предки. Кульминацией митинга стала передача символических лампад. Роль связующего звена в этой эстафете памяти традиционно выполняет Государственный музей боевой славы имени Владислава Ардзенба. Именно отсюда священное пламя начинает свой путь в самые отдаленные уголки республики. Государственному музею боевой славы имени Владислава Григорьевича Ардзенба выпала честь
на протяжении 5 лет принимать и именно отсюда передавать всем административным районам Абхазии капсулы со священным огнем памяти, от которого 9 мая зажигается вечный огонь у памятников неизвестного солдата. Таким образом, ветераны Великой Отечественной войны, которых осталось, к сожалению, очень мало в живых, и их потомки могут соприкоснуться с частичкой священного пламени. Лампады разъезжаются по всей республике, открывая череду праздничных мероприятий. О том, как сегодня в Абхазии встречают этот день, лучше всего говорят эти кадры. Марина Котова, Владимир Капуза, Евгений Сильченко, Абазатова. Блокадницу Нону Мологлы поздравили с 81-й годовщиной Победы. Представители посольства России в Абхазии, Россотрудничества и Народного фронта пожелали ей крепкого здоровья и благополучия. Нона Мологлы была ребенком, когда началась блокада Ленинграда. Она единственная блокадница, живущая в Сухуми. Вечного огня сюда, в Абхазию, и, конечно, нам приятно, что мы в гостях у жительницы непокоренного Ленинграда. И рада вас видеть в добром здравии. Приготовить небольшой подарочек. Вас с праздником, с Днем Победы. Хотела прикоснуться к вам, к легенде. Спасибо. Вот, крепкого здоровья, долгих лет жизни. Спасибо, что вы сегодня нас принимаете. Рада, очень рада. Частица Ленинграда приехала сюда. Надеемся, что мы не один еще год приедем с поздравлениями. Поэтому всегда будьте здоровы и благополучны. Спасибо вам. Дорогая Нонна Витальевна, примите сердечные поздравления с 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Благодаря подвигу советского народа весь мир празднует этот священный день, 9 мая. Особый вклад в победу сделали прошедшие через тяжелейшие испытания военных лет защитники и жители блокадного Ленинграда. Наша святая обязанность – чтить и сохранять память об их доблести и самоотверженности, передавать из поколения в поколение. Сегодня многие из вас в силу судьбы проживают за пределами Российской Федерации. Для нас крайне важно оказывать вам поддержку и уделять как можно больше внимания. Мы с особым трепетом относимся к той истинной любви, которую вы питаете к нашему Отечеству, его великой истории. Благодарны и признательны за патриотическую позицию в непростых современных геополитических условиях. Мы ценим большую работу, направленную на приобщение молодежи к изучению летописи Великой Отечественной войны, отстаиванию правды о нашем героическом прошлом. Она сегодня как никогда необходима. От имени жителей Санкт-Петербурга желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, торжества света и справедливости. Спасибо вам. Это было видео «Спутник Абхазия». Новые почетные звания, протокол о повышении денежного довольствия сотрудников МВД и отчеты об исполнении бюджетов 6 внебюджетных фондов за прошлый год утвердили сегодня в парламенте. Причем отчетам фондов уделили основное внимание, где показатели продемонстрировали и рост, а кому у народных избранников возникли серьезные вопросы, рассказывает Надежда Боровикова. Первым делом после утверждения повестки дня парламент Абхазии внес изменения в закон о государственных наградах и почетных званиях. Так, во втором и окончательном чтении утверждены новые почетные звания «Заслуженный работник связи» и «Заслуженный работник дипломатической службы». Следующим голосованием депутаты ратифицировали новый протокол к соглашению о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения и зарплат работников органов внутренних дел Абхазии. Российская сторона берет на себя 95% расходов, абхазская 5%. Средняя заработная плата сотрудников в 2026 году составит 46 тысяч рублей, примерно на 55% повышения. Это повышение будет не только в 2026 году, оно будет в 2027 и 2028 поэтапно до 2028 года. На 17% в 2027 и 19% в 2028 году. Далее депутаты перешли к финансовой отчетности. Первым был заслушан и утвержден отчет Фонда обязательного медицинского страхования за прошлый год. У контрольной палаты замечаний к исполнению этого бюджета не возникло. Все поставленные задачи перед фондом по бюджету было исполнено более чем на 100%. И, значит, поступление денежных средств и финансирование на двух программах. Это программа по родовспоможению и программа по обеспечению
химия препаратами, онкологических больных. Это первая, вторая, частичная, третья линия. Если есть вопросы, пожалуйста. С хорошими финансовыми показателями прошлый год закрыл также Фонд социального страхования и охраны труда. Проверка эффективности и целевого использования средств фонда контрольной палатой стоит в плане на текущий год. Мы провели огромный объем работы за последний год и последние годы. Нам удалось сэкономить средства, а также получить с помощью инкассовых поручений и налоговой службы нам удалось получить средства по дебиторской задолженности практически 15 миллионов рублей. Все это вместе, и так как в нашей стране за последние годы заработные платы увеличились, все это вместе нам дало возможность повысить все государственные пособия по социальному страхованию. Также правительство пришло с предложением о повышении пособий по государственному страхованию. Мы же инициировали и повысили такие виды пособия, как по рождению ребенка для работающих родителей с 28 до 35 тысяч рублей. Это в 2025 году. А также по рождению ребенка для неработающих родителей мы повысили до 28 тысяч рублей. Более острая дискуссия развернулась вокруг отчета фонда репатриации. Несмотря на в целом положительные цифры, у контрольной палаты по итогам проверки возник ряд замечаний. Доходы фонда за 2025 год составили 351 миллион. В процентном выражении 91%. Расходы фонда за 2025 год составили 343 миллиона 759 тысяч, в процентном выражении 89%. Остаток средств на конец года, то есть на 1 января 2026 года, составил 13 миллионов 500 тысяч рублей. Исполнение бюджета характеризуется сбалансированностью дохода и расходов, отсутствием дефицита и обеспечением финансирования всех предусмотренных обязательств. Параметры доходной части не исполнены, соответственно, не исполнены и параметры расходной части. На 34 миллиона неисполнение доходной части и примерно 40 миллионов с лишним неисполнение. Это говорит о том, что с самого начала надо более детально изучать представленные все материалы и расчеты проводить так, чтобы завышенной доходной части тоже не было. Эта история была и в этом году, когда мы планировали за 2026 год, уважаемые руководители, когда мы сказали, контрольная палата завышена на 20 миллионов по расчетам, вы сказали выполним. А вот на 34 миллиона не выполним. Если мы переходим к расходной части, значит здесь, во-первых, и по мобилизации задолженности тоже большая сумма, примерно 60 миллионов. Значит, то, что учтено, это самые долги организации перед фондом репатриации. И хотелось бы по расходной части тоже отметить, что более детально надо анализировать исполнение бюджета. Вы выходили с просьбой о внесении изменений в закон о бюджете внебюджетного фонда репатриации в парламент. Они, значит, утвердили увеличить расходы на ЭКО примерно до 50 миллионов вы довели, а вы исполнили только 29 миллионов. Зачем надо было, значит, выходить в парламент об увеличении, если вы не исполняете основные параметры? Депутаты обратили внимание на то, что фонд зачастую финансирует направления, не связанные напрямую с процессом возвращения соотечественников. Парламентарии подчеркнули, организации до сих пор не хватает четко обозначенных целей и индикаторов, по которым можно было бы объективно оценить эффективность ее работы. Изначально, на что обращает внимание контрольная палата, нету государственной целевой программы по расходованию средств фонда репатриации. Также, правильно, да? Вообще сама цель по расходованию средств из вашего фонда, она в глобальном таком масштабе, она не определена. А изначально, для чего создавался фонд, это все остальное лирика. А если вы хотите работать в том смысле, как вы сказали, определить цель, почему вы не разработаете, не представите государственную целевую программу по репатриации? Фонд репатриации создан с целью реализации государственной программы. Программы нет, то есть с какой целью функционирует фонд вообще концептуально.
Сегодня три страны наши, да, многодетных очень много. Есть ребята, которые сегодня молодые семьи, квартиры в очереди по 1000 человек стоят, квартиры мы им не можем выделить. Тут 300 миллионов на репатриацию мы выделяем, мы ждем сегодня сюда приезда наших сюда соотечественников, но при этом, все то, что там происходит, да, на ИПО 30 миллионов, туда 20 миллионов, какие-то деньги, но не по целевому уходят, как я вижу. Эти деньги лучше сегодня 50 миллионов или там 100 миллионов, эти деньги сегодня нашим молодым семьям дать, понимаете? У нас сегодня пожениться они могут, извините, за то, что они жилье не имеют, по 30 тысяч на новом районе, наверное, где-то можно сегодня квартиру снять. У них больницы, университеты, свет, газ, вода, все в шоколаде. Я хочу другой вопрос задать. Кто продал там дом и приехал сюда, купил, какое их количество? Вот с этого надо начинать. Там же нет бездомных наших. Там есть у кого одна квартира, вторая, дай бог, это хорошо, что они в шоколаде живут, многие люди. Слушайте, мы здесь, чтобы как купить родственнику, мы должны что-то продать, чтобы у нас многодетные семьи было. Но здесь тоже надо, сюда тоже обратить внимание надо. Здесь тоже рожают люди, все нормально. Михаил Габелия пояснил, определение стратегии не входит в компетенцию самого фонда. Разработка целевой программы ведется правительством совместно с профильным комитетом, а фонд лишь выделяет средства согласно бюджету, который утверждается всеми инстанциями, включая парламент. О дорожной инфраструктуре депутаты говорили уже в рамках доклада заместителя председателя Дорожного фонда Виталия Цвижба. При плане 160 миллионов освоение поступления доходов составило 141 900. Эта цифра составляет всего 89% от плана, но хочу отметить, что в сравнении с предыдущим 24 годом поступление выросло на 25 миллионов. Ну, то есть цифры были запланированы не так верно. Расходная часть бюджета выполнена в том объеме, в котором были поступления. К работе Дорожного фонда у депутатов тоже были вопросы. Избиратели многих округов жалуются депутатам на аварийные участки, просят помочь с ремонтом, установкой лежачих полицейских или светофоров, и все эти заявки долго остаются без ответа. Виталий Цвижба пояснил, почему так происходит и какие работы будут профинансированы в текущем году. Расходы по обслуживанию дорог республиканского значения и в целом дорожное хозяйство очень дорогие. У нас всегда будет дефицит. Мы стараемся из всего этого выбрать самое необходимое, самое неотложное. Вот в данном случае, например, вот, вы говорили о яме, вот говорила о светофорах. В данный момент мы планируем 5 миллионов 200 тысяч смета составлено. Весь ремонт республиканской трассы, отдельные посадки, ямочный ремонт по всей трассе будет сделан. Барьерное ограждение, за которые обращались и многие у нас письма, все барьерные ограждения, те, которые в аварийном состоянии, то есть полностью разрушены, мы восстановим. Слава Богу, там их немного, смета составляет 3 миллиона 600. И самое главное, аванс уже дали, в этом году будем делать разметку от Сухуми до Псом полностью, 13,5 миллионов. Гулерыбский район будем делать, над Кварчал. Вот трасса Сухуми до Очинчири, она находится в нормальном, не так там стерто, еще 1 год профункционирует. Депутат Беслан Халваш подчеркнул, что намерен провести серию комитетских заседаний, чтобы найти системное решение проблемы вечной нехватки средств на обслуживание дорожного полотна. Вопросы из года в год у наших коллег, у депутатов одни и те же вопросы, одни и те же ответы, одни и те же средства и размещение. Я думаю, что в ближайшее время тоже в рабочем порядке мы пригласим еще администраторов доходов вашего фонда по транспортному налогу. Я думаю, что мы с Министерством внутренних дел, нам нужно всем вместе подумать механизмы более эффективного администрирования, какое количество транспортных средств зарегистрировано в нашей стране, где они находятся, сколько мы должны поступать, сколько в бюджет фонда должны поступать средств, сколько недопоступает, почему,
и наладить эффективную работу. Я думаю, что в рабочем порядке мы в ближайшее время с представителями Министерства внутренних дел, мы это на комитете обсуждали, будем отрабатывать. Мы обсуждали на комитете и все единогласно поддержали, что здесь есть определенный потенциал для поступления доходов, но администрированных доходов на низком уровне и со стороны Министерства налогов и сборов, с чем связано поступление налога на реализацию ГСМ, со стороны МВД налог на, на владельцев транспортных средств. Дело в том, что если как пример привести, здесь неисполнение бюджета подобно фонду репатриации. На 20 миллионов не исполняется. А по данным ГАИ МВД начислено налога с владельцев транспортных средств в сумме 92 миллиона на год, и поступления составили только 52 миллиона. 40 миллионов не поступило. Потенциал есть, надо над этим работать, чтобы исполнять расходную часть. И еще одна проблема, Беслан Викторович, вы тоже об этом говорили, проблема с Сухумбанком. На сегодняшний день задолженность Сухумбанка перед Дорожным фондом составляет 11 миллионов рублей. В рамках проверки Министерства внутренних дел данный материал направлен в Генеральную прокуратуру. Задолженность существует не только перед Дорожным фондом, но и перед республиканским бюджетом. Там в общей сумме 43 миллиона рублей. Отчет об исполнении бюджета Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии представил Дмитрий Тарба. Организация остро нуждается в дополнительном финансировании, так как расходы на лечение и реабилитацию ветеранов ежегодно растут. Утвержденные доходы бюджета на 2025 год 258 миллионов 937 тысяч 831 рубль. Исполнение доходной части бюджета составляет 273 миллиона 588 тысяч 580. Остаток денежных средств 22 миллиона 852 рубля. Но остаток, как на прошлом заседании говорили, мы расписали, платежи были произведены с 15 на 16 2026 года, все с 22 миллионов. На медикаменты 11 миллионов мы потратили. 926 612 рублей. На стоматологические услуги 3 миллиона 393 тысячи 800 рублей. Лечение инвалидов 2 миллиона 510 тысяч. И специальное оборудование и средства 3 миллиона и санаторно-курортное лечение 651 тысяч 742 рубля. Это остаток. Мы обсуждали тоже проблемы фонда инвалидов не один раз и на разных комитетах. Действительно, здесь есть очень серьезная проблема с задолженностью на начало года примерно 78 миллионов рублей. Это говорит о том, что потребности действительно инвалидов растут, необходимо лечение, необходимо обеспечение медикаментами и другими. Здесь надо проблему фонда инвалидов решать на уровне Кабинета министров и, конечно, при помощи парламента. Какими методами, это надо знать те, которые имеют бюджетные средства или дотацию какую-то предусмотреть или что-то другое. 78 миллионов задолженность на начало года, это огромная сумма, это более 50 миллионов медикаменты, это перед остальными организациями. Здесь может такое случиться, если эти поставщики или продавцы медикаментов, если откажут, здесь инвалиды останутся. Этот вопрос надо на уровне Кабмина во взаимодействии с парламентом, эту проблему надо решать. Отчет председателя пенсионного фонда также утвержден парламентом. Это самый крупный фонд республики. В прошлом году его бюджет по доходам составил 2 миллиарда 26 миллионов рублей, а по расходам 1 миллиард 859 миллионов. Согласно заключению контрольной палаты, пенсионный фонд полностью выполнил плановые показатели, причем с высоким процентом исполнения, и вошел в Новый год с остатком в размере 400 миллионов рублей. Надежда Боровикова, Торник Камичба, Абаза ТВ.
Делегация парламента Абхазии находится с рабочим визитом в Турции. В Стамбуле парламентарии совместно с представителями Государственного комитета по репатриации Республики Абхазия встретились с главой Федерации абхазских культурных центров Яузом Атрашба и полномочным представителем Абхазии в Турции Ибрагимом Авицба. Ключевой темой обсуждения стали актуальные вопросы репатриации соотечественников. Участники обозначили ряд приоритетных задач, в числе которых развитие двусторонних отношений в сферах культуры и спорта, а также активизация контактов между молодежью двух стран. Для укрепления межличностных связей подрастающего поколения делегации и представители диаспоры выступили с инициативой организации совместных культурных мероприятий. Выполнен первый рейс из Уфы в Сухум. Гостей из Уфы в Сухумском аэропорту встретили вице-премьер Джансух Нанба и министр экономики Теймураз Микваби. Первым рейсом прибыла министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Булычева, а также спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба. Пассажиров авиарейса приветствовали абхазскими национальными танцами. Самолет традиционно также встретили водной аркой. Прямое авиасообщение соединит Абхазию и Башкортостан, открывая удобные возможности для отдыха на Черноморском побережье, деловых и семейных поездок. Рейсы будут выполняться с 6 мая по 15 октября один раз в неделю. Время в пути составляет 3 часа 20 минут. Самолет из Сухума в Уфу вылетает по средам в 15:25, прибытие в 20:45. Из Уфы в Сухум по четвергам в 9:20, прибытие в 10:45. Авиакомпания «Руслайн» приступит к выполнению регулярных пассажирских рейсов по маршруту Сухум-Минеральные воды. С 3 июня полеты будут осуществляться дважды в неделю по средам и субботам, сообщили в Министерстве экономики. Договоренность о запуске авиасообщения была достигнута в ходе Кавказского инвестиционного форума в Минеральных водах. Билеты поступят в продажу на официальном сайте перевозчика и в специализированных сервисах. Рейсы свяжут международный аэропорт Сухум имени Арценба с международным аэропортом Минвод имени Лермонтова. Информация правоохранителей. Сотрудники милиции общественной безопасности столичного УВД выявили факт незаконной добычи криптовалют. Майнинг-ферма с 10 аппаратами по добыче криптовалют была обнаружена в частном домовладении по улице Титова в Сухуме. Общая мощность аппаратов, принадлежащих Кишмария Георгию, 45 киловатт-час. Оборудование было демонтировано и передано в Госстандарт Республики. Уголовное дело об убийстве Гарри Авицба направлено в Верховный суд. Генеральная прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело в отношении Георгия Элхаса Ахуба. Они обвиняются в умышленном убийстве Гарри Авицба, совершенном общеопасным способом в составе вооруженной банды, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия. По данным следствия, нападение произошло 9 мая 2025 года в Сухуме на улице 4 марта. Георгию Ахуба инкриминируют создание устойчивой вооруженной группы и совершение убийства, а Алхасу Ахуба – участие в деятельности банды и соучастие в преступлении. Оба фигуранта были задержаны в мае прошлого года и по решению Сухумского городского суда помещены под стражу на период расследования. Третий участник преступления, Беслан Ахуба, скрылся от органов следствия. В связи с этим в мае 2025 года он был объявлен в розыск. Оперативные мероприятия по его установлению продолжаются. Дом Москвы в Сухуме откроет выставку «Победа», приуроченную ко Дню Победы. На выставке будут представлены яркие образцы политического и военного плаката времен войны и последующих десятилетий СССР, а также киноплакаты фильмов, снятых на тему Великой Отечественной войны, начиная с 1941-го. Все экспонаты предоставлены из коллекции фотографа и режиссера Ибрагима Чкадуа. Открытие состоится 8 мая в 16:00 в Центральном выставочном зале Сухума. Мероприятие организовано Домом Москвы в Сухуме при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского дома соотечественника. Реконструкция набережной Диоскурова осуществляется по плану, но в процессе работ их объем увеличивается. Об этом сказал глава администрации Сухума Тимур Аграбов совместным с заместителем главы управления президента России по общественным проектам Александром Журавским интервью. При демонтаже облицовочного камня подпорной стены обнаружилось, что требуется капитальный ремонт и подпорной,
и отбойной стен. Также пришлось заняться ливневыми коллекторами и инженерной инфраструктурой. Традиции в ритме города. В столице представили коллекции 7 локальных брендов от классических вечерних нарядов до авангардного денима. Формат мероприятия объединил подиум и выставку-продажу. Тему продолжает Аристид Каракасиди. В фойе Гранд-отеля «Сухум» прошел показ национальных дизайнеров и открытие выставки-продажи в формате шоурума. Организатор — агентства развития креативных индустрий «Абарт». Проект объединил бренды, вписавшие этнику в современный дизайн. Министр культуры Даурковой подчеркнул значимость площадки для развития отрасли. На самом деле хочу всех поблагодарить за то, что сегодня нашли время, пришли на данное мероприятие, поддержали наших дизайнеров. Поверьте, это очень важно для них и для нас, для всех. Вот я хочу искренне поблагодарить организаторов, агентства развития креативных индустрий «Абарт». Хочу поблагодарить наших дизайнеров за прекрасные коллекции. Свои работы представили как студенты АГУ с коллекциями из денима и твида, так и опытные дизайнеры. Хандан Паба представила бурки с ручной вышивкой и серебряные украшения. Мадина Смыр показала линейку в эстетике тихой роскоши. Сабрина Пкин — городские туники, а бренд Апса — изделия с ручной вышивкой. Хамида Цвейба сфокусировалась на создании вечерних образов. На самом деле у меня коллекция самая первая была создана в 2013 году, когда я закончила Абхазский государственный университет по специальности дизайн костюма. И попеременно каждый год я дополняю ее. И на сегодняшний день создан бренд под названием Хамидана. Бренд создает вечерний выход в национальном стиле, то есть современная одежда для вечернего выхода в национальном стиле. Зрители отмечают, что адаптация традиционного платья под современные стандарты делает культуру более доступной для молодежи. Народные платья, очень интересные, в современной стилистике выполнено. Это было очень красиво. Я бы одела каждую коллекцию, но особо очень понравилось свадебные платья в народном стиле. Кроме классических вечерних нарядов, в коллекциях использовали экспериментальный крой и новые сочетания материалов. Из коллекции мне очень понравилась последняя. Она была самая интересная и необычная. Большинство нарядов, которые показывают на наших моделях, они именно в абхазской стилистике, а это было что-то, то, что не делали до этого. Выставка-продажа в Гранд-отеле «Сухум» будет открыта в течение 10 дней. Организаторы рассчитывают, что такой формат поможет дизайнерам перейти от творческих инициатив к стабильным продажам. Аристид Каракасиди, Евгений Сильченко, Абаза ТВ. Абхазский банан теперь это не просто экзотическая идея, а свершившийся факт. Год назад в Гулрыбском районе стартовал смелый научный эксперимент. В оранжерее НИИ сельского хозяйства высадили коллекцию тропических культур. Сегодня ученые пригласили гостей на первую официальную дегустацию. О том, сколько весит первая гроздь и смогут ли наши бананы составить конкуренцию импортным, расскажет Заур Кварчи. Еще в январе этого года мы рассказывали об этом проекте НИИ сельского хозяйства. Тогда тропические джунгли под стеклом были лишь перспективным планом, а первые плоды папайи и бананов только набирали силу. Прошло всего 4 месяца, и сегодня здесь фиксируют конкретный научный результат, которого ждала вся аграрная наука республики. Драгонфрукт, это тоже ананас, маракуйя, все практически растет. В этой оранжерее в Гулрыбском районе сегодня непривычно многолюдно. Вице-премьер, советники президента, руководство района и Академии наук. Поводом стал сбор первого урожая абхазских бананов. Ровно год назад, в День Великой Победы, здесь высадили коллекцию тропических культур, и результат превзошел все ожидания. Это исторический момент, по большому счету. 9 мая в прошлом году мы посадили вот эту коллекцию тропических культур. И вот первый урожай, вы видите наши результаты. Мы сегодня подготовили из 6 растений, которые уже практически созрели, мы продукцию срезали. Общий вес 180 килограмм. У нас в этом году первый урожай абхазские бананы собрали в НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии. Следующий ход уже бизнесмены появятся, мы им готовы можем дать. Путь к этим плодам не был легким. Из 10 мировых сортов ученые отобрали 5 самых стойких. Главный фаворит — низкорослый Кавендиш.
Он начинает плодоносить уже через 6-7 месяцев. Секрет успеха в особой подушке из дерновой земли и органики глубиной в 1,5 метра и никакой химии. Из этих категорий уже ананасы появились, а папайи мы уже получили. Сегодня вот первые плоды банана собираем, естественно. Из тех сортов, то, что мы посадили, помимо кавендиша, постепенно по очереди заплодоносили уже сорт Гранд Найн, Намва и Аврора. Эти сорта наилучшие. Особенностью является вес плода, вкусовые качества. Это сегодня будем пробовать. Дальше у нас они пойдут в лабораторию биохимии. Будем изучать состав плодов, естественно. Это экологически чистый продукт, потому что здесь нету никакой химии. При подкормке, при выращивании бананов нет никакой минеральной удобрения, только органика. Этот успех не просто локальная удача. Проект уже получил международный резонанс, вызвав живой интерес у коллег из крупнейших научных центров России. Мы вот буквально на днях едем для того, чтобы наладить связи, подписывать соглашения и так далее. Вот проявляют интерес к институту сельского хозяйства Академии наук Абхазии. Это нас очень радует. Знаете, вот российским ученым, да самим академикам есть что перенять у нас. Это позволяет, почему? Потому что у нас есть хороший потенциал и, естественно, природные условия. В условиях сложностей с экспортом и импортом создание собственной базы тропических культур становится вопросом продовольственной безопасности, считает экс-министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. Я думаю, что НИИ сельского хозяйства большую работу провел, за что благодарен самому коллективу, руководителю этого института. И поэтому такие научные данные, они просто необходимы. Эти вещи надо проводить и нам изучать так же, как вот чай в свое время рекомендовали в Абхазии, цитрусовые культуры. Вот сегодня мы одной из ведущих таких культур у нас считается субтропических, это цитрусы. А они в свое время таким же образом изучались. И вот результаты этого сегодня налицо. Я думаю, что это будут хорошие результаты и хорошие перспективы этих культур. Для Гулрыбского района, где расположена лаборатория, такой успех – это еще и новая точка роста. Абхазский банан. Нет, сперва вы. Мало чего, потом я попозже. Какой аромат стоит? Да, действительно, бананы очень приятные и на вкус, и вот внешний вид тоже облик приятный. И мы надеемся, что это будет дальше развитие, производственное развитие. Я думаю, найдутся бизнесмены. Мы на этом не остановимся, надеюсь. Нет, конечно. Пока это лишь одна теплица, восстановленная на средства частного инвестора. Но ученые уверены, если использовать энергию термальных источников, которыми богата Абхазия, бананы и папайя из разряда экзотики могут стать привычной частью нашего рациона. И первый урожай доказал, что это возможно. Заур Кварча, Абаза ТВ. О спорте. В Гудауте стартовал 9-й международный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера Абхазии и России, кавалера ордена Леона Романа Черекбая. Соревнования проходят среди юношей в возрастных категориях 13-14 и 15-16 лет. В турнире принимают участие около 200 спортсменов из Абхазии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, а также регионов России. Сейчас о погоде. В пятницу 8 мая в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, местами возможен туман. Атмосферное давление повышенное, ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20 градусов. Температура морской воды 13 градусов, волнение морской воды умеренное, относительная влажность воздуха от 60 до 90%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.